В общем, мы объяснили, что татары самый гостеприимный народ. И поэтому мы всех зовем сюда. Кстати, очень многие спрашивают, вы вообще собираетесь уезжать там в другой город? Мы всегда отвечаем, нет, потому что здесь, здесь наша, действительно наша, мне кажется, сила. Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Секреты татарской кухни». И с вами я, как всегда, Тимур Перцев, готов поделиться секретами татарской кулинарии. Вернее, даже не я, а сегодняшние наши гости. А в гостях у нас сегодня две сестры, две вокалистки не менее известной группы под названием «Мураками». Они всегда ходят вместе, потому что у них один голос на двоих. Это Диляра и Карина Вагаповы, друзья. Заходите, девчонки. Привет, привет. Дайте ваши ручки, я расцелую. Привет, привет. С чем вы пришли, с какими пирогами? Мы пришли с детской группой «Мураками», как раз именно в Со своими пирогами. Группа «Мураками» образовалась осенью 2004 года. 2006 год. Группа получает гран-при международного рок-фестиваля Trampoline 2006 в городе Чебоксары. В 2006 году вышел первый альбом «Чайки». В 2009 году группа презентует второй альбом «Телеграмма». В ноябре 2009 года группа «Мураками» берет гран-при как лучшая рок-группа на рок-фестивале «Рок-Интеллект» в городе Химки, Московская область. В 2010 году «Мураками» при поддержке мэра города Казани Ильсура Медшина и мэрии Казани участвует в международном фестивале «Новая волна» в городе Юрмала, Латвия. Сейчас группа «Мураками» работает над записью нового альбома и съемками клипов на песни «Мы сделаны из чуда» и «Про Урал». В общем, ладно, девочки, что мы будем сегодня готовить? Мы готовим традиционное татарское блюдо. Шулпалы бәрәңге. Это блюдо, которое, я думаю, что, по крайней мере, я не видел ни одного татарина, которому это блюдо бы не нравилось. Просто он настолько традиционный, что его готовят и когда созывают аш, и на праздниках, и на поминках. То есть в любом случае это блюдо должно всегда присутствовать на столе. Шулпалы бәрәңге. Мясо с картофелем по-татарски. Одно из любимых блюд татарского народа. Подается в торжественных случаях. Существует несколько вариантов приготовления. Только Юнус Ахмедзянов описывает 3 варианта. Мы предлагаем вам один из них. Я немножко разбавлю ваше женское общество между вами. Давай. Суть. Вот. Так, вот это все вам. Это вам я режу морковь. Отдай, пожалуйста, тебе лук и тебе лук. Вот. Я могу... давай я расскажу тебе. секрет, как резать лук. Вот тебе лук, режь. Смотрите, самое главное, как я обычно. Меня мама учила. Так, посередине, да? Мы как его режем? Кольцами или все-таки будем мелко? Нет, кольцами мы не режем, мы режем Хорошо. нормально. Для того, чтобы не плакать. Мама меня учила. Очень большой нож. Самое главное, помимо того, что ты вот так вот должен делать, что, видишь, можно тогда быстро крошить и не порезаться. Вот так вот держишь. И главное, чуть-чуть дуй так. И обдувать Нет, его, да? ты что делаешь сейчас? Я режу. Нет. Ты как Диляр, хочешь, ты мне скажи. Смотри, режем вот так. Я так не Сначала люблю. вот так. Оно должно быть квадратным. Я знаю, я так не люблю. Пусть она сделает по-своему, а я вот так сделаю, как ты скажешь. Хорошо? Да, и потом вот так. Девчонки, вообще, кто у вас в семье готовит ваши любимые блюда? В нашей семье готовят, вот что касается татарской традиционной кухни, то готовит в основном папа. А бабушка, Бима. Бима же. Я вот на самом деле, когда начинала готовить, я звоню, даже до сих пор, я всегда звоню сначала Биме и спрашиваю: Бим, что мне делать? Сколько Бим, это должно тушиться? Дима, это наша бабушка, Бим. А Бим мы не могли я думал, выговаривать. Бим. Нет, она просто очень молодая. И поэтому мы ее называли Эбием. Бием не получалось, и мы ее называем Бима. Что ваша Эбием готовит? Расскажите. Бима готовит все вкусное. Мясо, которое делает оно передает через поколение просто. Все друг другу звонят и спрашивают. Она готовит очень вкусно пирог по-башкирски. Она у нас и башкирка, и татарка, там все. И она готовит очень вкусно... Перемечи, треугольники. Это вообще невозможно. Просто все у нас собираются, и все говорят, что там Бим приготовила. И Вообще... все приходят к ней, чтобы ей помочь. А мясо какое она в утятнице делает? Ой, это вообще... А еще у меня же дуваники есть. Они тоже очень вкусно готовят татарские блюда. И вот я знаю, что я, например, у одной дуваники очень люблю, когда она делает пермичи и хворост. Начнем с вашего творчества, девчонки. Расскажите, как вы пришли в эту атмосферу вокала, пения и просто дарения своих
Давай, Диляр, расскажи, как тебе? Все началось очень давно, когда Карина пела, а я только стояла рядышком и слушала, как она красиво поет. Ты старшая сестра? Я старшая, да. У нас с детства, вот на самом деле, вот, наверное, надо начать. У нас с детства были такие концерты. И все, это, кстати, эксклюзивная информация, никому не рассказывай. А тебе только по секрету и всем, кто смотрит нашу программу. Шепотом рассказывай. В общем, мы большой нашей гурьбой детской... Лучок передай еще, пожалуйста, лучок. Что тебе не Да надо порежь еще? сама, вы разговариваете. Ты хочешь так много лука? Не Ну, надо. и он еще да, он уварится, жарится, можно потому что половинку. он-то уварится. Чтобы мне на салат хватило. Продолжай. Вот. И мы, значит, все дети собирались и устраивали концерты. Кто? Да, мы тут поплакиваем уже. Поплакиваем? Ну ничего, не переживайте. Я сейчас... Это не грустная история. В общем, и мы собирались, вот нас там много, двоюродные сестры, брат наш. И каждый занимался, то есть один танцевал, другой фокус показывал, кто-то стихи читал. И все это происходило в большом концерте. И вот это было нашей традицией уже, что каждый праздник 100% творческий номер должен быть от каждого из нас. И так мы продолжим. То есть самое главное у нас все равно было не подарок, а творческий номер. То есть все равно считается творческий подарок. И так мы собирались. В этом моменте я, конечно, всегда расстроюсь, потому что я в основном только либо танцевала, либо делала вид, что я умею петь. Ты мясо режь пока. Можно мясо резать. Вот. И таким образом все наши ребята пели. И я тоже делала вид, училась, а потом в 12 лет взяла первый раз гитару. Вот. Я тоже много Вопрос, чем мы занималась. делаем толще? Давай-ка я. Слушайте, ну мне как-то хочется тоже чем-то вот как-то помочь. То есть ты, можешь мешать. посмотрев на сестру, как она поет, решила тоже запеть? Да. И это было очень забавно, потому что в 12 лет была написана первая песня, я предлагаю ее спеть. Секундочку, я хочу сказать, что для того, чтобы мясо у нас сейчас не сгорело, для этого надо накрыть крышкой, чтобы оно дало сок. Так, Диляр, мы готовы слушать себя. Поехали. Я предлагаю исполнить песню, чтобы я не одна ее пела, все-таки с Кариной. Я подпеваю, да. Она вот подпевает параллельно лист, а песню, которую написала в 14 лет, про любовь. Все-таки с любовью же мы готовим. Слышишь, это я стучу в окно, я хочу побыть внутри, там, где тихо и светло, там есть океан любви. Я нырну в него, и мир станет чище и добрей. Только слышишь, ты впусти, открой двери поскорей. Здесь поем. Лай, 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 лай. Слышишь, это я стучу в окно, мне осталось мало жить, но я знаю лишь одно: нужно мир весь осветить, чтобы небо и земля вдруг очистились от зла, чтобы ни одна слеза не упала на тебя. Лай, 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 лай. Браво. Зряшка, расскажи, как ты попала в «Фабрику звезд» и какие там перипетии были и так далее. Как ты шла через все эти термины? Фабрика звезд. Это было так давно. Это прекрасный опыт. Было много всего. И переживаний, и мы все... Мама как расстраивалась, и потом после этого я собралась силами. Поняла, что не надо расстраиваться, надо идти вперед, и поехал народный артист. Нет. Ну, потому что за 4 дня, там, за 5 дней, за 3. Так вышло, что мне сказали, что я не формат. Хотя я уже приехала домой сюда, собрала вещи, одежду. Ты уже прошла финал. Да, я уже должна была заезжать в дом. Я уже записала даже песню «Фабрика на первом». Очень было забавно. Забавное время, да. Да, ну вот, а потом так получилось, что опять эта фраза известная «не формат». Как часто я и слышу, что не формат радио, не формат телевидения. И все, и решили, что
что-нибудь другое. И потом Сейчас, уже появился кстати, народный меняется, артист. да? Сейчас что-то меняется. Мне Вдруг кажется, что какой-то вдруг стал поменялось форматом. внутри меня. Мне кажется, что все равно мы выросли, и появилась группа, появилась целостность, появилась вот эта семья Ну, всё наша. к лучшему, Наверное, конечно. просто юношеский вот этот вот максимализм ушел, и какие-то эти... Уже перестало быть вот это вот, нет этого желания Жанна доказать. Дарк, вот Жанна так. Дарк, да? Жанна Дарк, понятно, она как есть, так и останется. Я все равно стараюсь по принципу, да, не вытаскивать плохое, а тянуться к лучшему и стараться, чтобы вот это лучше двигалось вперед. А потому что когда ты вытаскиваешь что-то плохое, пытаешься поднять, приходится спускаться, подниматься, это тяжело. А тут ты идешь вверх, и с тобой рядом достойные люди, твоя семья, и ты знаешь, что за твоей спиной действительно всегда кто-то приготовит вкусное мясо. Конечно. Как образовалась группа Мураками, расскажи? И почему именно такое название Мураками? Ой, а вы на этот вопрос ответить, Карина? Группа Мураками. Диляра у нас выступала в проекте «Народный артист» на телеканале другом. А мальчики здесь существовали в группе «Солнцеэкран». И в этот момент как раз у них произошла какая-то проблема с вокалисткой, и один из основателей группы «Солнцеэкран» заметил Диляру, сказал, давайте ее позовем, а другие говорят, да нет, она не пойдет, она вон у нас по телевизору, да. Они ее предложили, и Диляра не отказалась, она как раз вернулась с этого проекта и начала петь в группе «Солнцеэкран», и меня позвали, и все, так и пошло. А Мураками, это Диляра ответила. Насколько мне известно, вы очень долго выбирали. Мураками — это Название. подножье горы, точнее вот есть у японцев, есть вот подножье горы и есть вершина, а вот есть переход на этот момент, и вот это называется Мураками. Это старинная японская фамилия. Харуки Мураками. Харуки и Рю Мураками есть. Я любила Рю Мураками читать когда-то давно, она любила Харуки. Да, главное, что теперь мы есть, а уж с таким А уж название как уже- корабль назовешь, так он поплывет. Так Раз он поплыл уже, в подножье, конце концов, или А? отплыл уже? он уже летает. Оставайтесь с нами, мы прервемся на короткую рекламу. Друзья, мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня мы готовим шулпалы беренге вместе с сестрами Багаковой, Карина и Диляр. Давайте поаплодируем моим солистки группы Мураками. И что мы сделали, девчонки, с вами? Я хочу напомнить нашим, Посмотрите, да, нашим телезрителям, что мы порезали лук, морковь, накрошили, поставили тушиться, потом нарезали мясо. И я знаю, что закинули это- также в эту большую сковородку. Я знаю, что вот шоупала баренге можно готовить несколькими способами. Просто когда нету времени и ну это вот такой более моднявый вот такой. Ну то есть мы так готовим. Но я знаю, что традиционно нужно все отварить там по отдельности, чтобы это было все правильно. А вообще, да, я усеченный вариант, вот, например, часто добавляю сюда еще болгарский перец, для того, чтобы вкус был немножко пикантным, и чтобы, если Ну, это когда готовите из из баранины баранины, делаешь. да, если готовите из баранины, чтобы все-таки перебить немножко другим ароматом. Ну давай поперчим, может быть, немножко. Да, давай. Только много не перчи, не все любят перченые. Да, вот А я еще иногда можно добавлять всяческие приправы для мяса. Но это уже все равно не традиционно карри получается. Ну, у вас же нетрадиционная группа Мураками. Исполни нам что-нибудь, нетрадиционную песню. Разок раз глазунью поутру, когда совсем нет слов от счастья, поцелуй соседа, если жизнь вдруг улыбнулась в одночасье, и бегай, когда играет нота до. И вспоминай, что было меня, до меня, до меня, до меня, меня, до. На том берегу Урала в реке превращусь в кораллы, и только для тебя останусь там, и только для тебя сотру моря и океаны, океаны. Обойди все небо и вернись в ночи крылом аэроплана. Разорви себя и прикоснись губами к сонному лимону, и бегай, когда становится темно. И не скрывай, что было меня, до меня, до меня, до меня, меня, до. На том берегу Ура.
только для тебя сотру моря и океаны, океаны, Невероятно. Спасибо. Продолжаем готовить. Что мы сейчас будем делать? Нам бы картошечку порезать, да. Я Мясо готова уже- резать картошку, Нет, если я нужна, я буду очень нет. рада. Нет, Вот, ты будешь пожалуйста, резать потом заряжай нас на салат. хорошее настроение. Э, Создавай атмосферу. Создавай атмосферу. Я могу что-нибудь рассказать тогда. Часто ли вы, девчонки, гастролируете? Где вы гастролируете? По каким городам? Как Вот вас совсем приглашают? Как недавно, вас встречают? вот совсем недавно мы были в городе Санкт-Петербурге. Так. И этот город, конечно, нас встретил потрясающе, потому что мы были шокированы. Мы вышли на сцену, и вот просто столько позитива. Они все кричали: Мураками, Мураками. Серьезно? Идея была другая. Там все основные группы, которые уже известны давно, наподобие Чиши Компания, Король и Шут, Ария, они все выступали на закрытой сцене. А открытая сцена была в основном для молодых питерских команд, которые по истечении фестиваля могли бы получить право на выступление на фестивале «Нашествие». Ага. Вот. А мы были именно хедлайнерами вот этой открытой сцены. И когда вот нас объявляли, вот когда они закричали, а потом мы вышли, начали петь. Когда и они знали слова всех. Они знали все Вообще, слова это всех было песен. просто. Мы выступали полчаса, и люди, никто не уходил никуда. Ну, что-то приятно, мне кажется. Там да? около 4000 человек было на этой площадке. То есть потому не что она видно была было открыта. конца. А когда мы запели «Нулевой километр», Они достали факелы и вот Нет, так подожди. стояли. Это было- Не-не-не. Они залезли друг другу на шею. Да, да. И вот сделали такую арку из факелов просто. Нас сказали, Представляете, что это какие-то... это мой нулевой. И они все, начиная отчет от Казани, и они кричат, они питерские кричат. Начинаем отчет от Казани. Это было очень круто. Это, и мы конечно, всех пригласили, конечно, в Казань, на универсиаду, на что у нас будет тусовка, приезжайте. В общем, мы объяснили, что татары самый гостеприимный народ. И поэтому мы всех зовем сюда. Кстати, очень многие спрашивают: вы вообще собираетесь уезжать там в другой город? Мы всегда отвечаем: нет, потому что здесь... Нет, здесь наша, действительно наша... Мне кажется, сила А были наша ли здесь. какие-то предложения? Родная Где земля. продюсер? В Москву, Питер? А у нас наш продюсер, конечно, Марат Гурудин, Марти Мьюзик, он у нас вообще сам казанский, но он в Москве. Уже как 18 лет, и он там работает. И вот таким образом после «Новой волны» он нас нашел, забрал к себе и сказал: девчонки, Кызлар, будем делать вместе хорошую музыку, покажем, что значит Республика Татарстан. Ага. И все. И мы таким образом, и вот теперь работаем, перепишемся мы на студии в Москве, концерты мы были в Тюмени, кстати, совсем недавно. Итак, друзья, мы продолжаем, и мы предложили в большой казан говядину, нарезанную крупными кусочками. Также положили лук, морковь, и сейчас добавляем мы картошечку. Я сегодня очень много ходила по лесу, по огороду и собирала тебе цветы. Ой, спасибо. Как Спасибо вы большое. Я думаю, этот букет понадобится нам для Мне, салата. потому что я буду делать салат. Потому что я салаты не делаю. Я могу, Карина конечно, делает салаты, но я просто у меня готовлю очень салаты. много времени уходит на основные блюда, а вот это все остальное Обычно я это делаю. Так, Либо, мы сейчас будем готовить еще салат, да, так понимаю? Да. да, салат Я буду готовить- делать так, как я его делаю, поэтому вот будьте Давай удивлены. вкусно, пожалуйста. Очень вкусно буду делать, потому что А я салат, по-другому ты не знаешь, умею. что салат не надо резать, его надо руками рвать. Я знаю. В прошлом году вы ездили на Юрмалу, как там? Что-то расскажите. Ну, это, конечно, был шок. Вообще шок. Юрмала, Юрмала. Вот так. Это было очень-очень. Никто не ожидал, на самом деле, что мы туда пройдем. Это все Дилярины непонятные какие-то желания, никто в них не верит, но оказывается, что она иногда бывает права. И мы туда попали, Да. приехали туда, прошли несколько туров отборочных, приехали туда, ожидали, что будет с нами. То есть мы, естественно, не формат, опять же, этого конкурса, потому что это Композы. конкурс популярных исполнителей, международный конкурс популярных исполнителей, а мы совершенно Ну, не вот популярны. Да. Конечно. Никто со своими инструментами туда не приезжал, только с фонограммами. И тут заявляется группа Мураками. Которая хочет играть живьем на конкурсе.
Ну, вообще, в итоге мы ждали, что нас всех переломают и изменят до неузнаваемости. Ну, нас изменили, но Нас не настолько. изменили только внешне, на самом деле. Потому Самый что- главный плюс этого конкурса какой? У нас У был нас замечательный... появился продюсер. Ладно, И продюсер. еще просто потрясающий мастер-класс Александра Давидовича Ревзина, потому что Это человек, который знает, что такое шоу-бизнес, и который... как к нему подойти? Наверное, после этого у нас все и пошло вперед, вверх гору. Потому что вот то, что он нам дал, вот это обучение двухнедельное, перевернуло с ног до головы все наше представление о сцене, об артистах. И, в принципе, я думаю, что это, конечно, большое счастье сходить и послушать, Что это он вообще? рассказывает. Да, очень. А еще было очень приятно, когда Ильсур Раисович к нам приехал на второй конкурсный день. И Нас поддержал. И вообще, конечно, если вот посмотреть так внимательно, ну вот вообще, у нас получается у студенчества и у республики в целом только потому, что нас всех поддерживают. Именно молодых и перспективных, кто верит, и открываются любые Кстати, двери. да, тем Татарстан и славен, что он поддерживает молодежь и двигает вперед. Молодцы. И как приятно, что какая-нибудь девочка из Альметьевска может приехать в Казань, выступить на каком-то конкурсе, ее заметят, она пойдет дальше, поступит в ГИТИС, из ГИТИСа пойдет дальше и дальше. И ее мечта будет осуществлена. Представляете, а кто-нибудь там будет смотреть в Аллах, говорит, да, мы с ней дружили вместе. Ну, несмотря на вашу занятость, какие у вас есть увлечения, хобби, чем вы еще занимаетесь помимо пения и выступлений? Очень много чем. я была вторая по республике по русскому бильярду среди женщин. Я бильярдистка. В Серьезно? свое время была, да. У меня очень много медалей, больше, чем у мужа. Ничего себе. А супруг тоже занимается бильярдом? Супруг занимается хоккеем, он хоккеист у меня. Да. А давайте я все накрошу, чтобы и туда чуть-чуть, и сюда. Давай, конечно. Чем ты занимаешься, какой у тебя хобби? Я? Да. Мы снимаем видеоролики и короткометражки. Вот мы, например, у нас есть видеокухня, и там я режиссер, там иногда снимаю сама. И вот мы с Денисом Гусевым, с Аней Кузнецовой и с Дашей... Антоновой сейчас, да. И Дашей Бигбаевой мы сделали короткометражку, которая взяла первое место на России. И Теперь она поедет. Францию. Уже съездила ты? Да. Мы в этом году сделали проект «Энергоуниверситет» с Лигой студентов «Энергия рока». Мы в этом году сделали первую республиканскую студенческую весну, где теперь со всей республики к нам могут приезжать молодые студенты, ребята, которые хотят показать. В следующем году будет очень круто. Кстати, вот еще совет. Соль не забавляем, пока у нас все не готово, потому что если соль, она сразу становится, сок дает плохо. Поэтому пока вот накрошили, поставили, и пусть стоит. И так он долго может стоять. То есть прямо перед тем, как будем кушать, посмотрим? Да, обязательно. Диляшка, Карин, Да. у вас выходит новый Альбом. диск, новый альбом. Да, он будет Да. в октябре месяце. Мы будем делать большой сольный концерт в Казани. А кто пишет в основном тексты? Кто музыку, кто тексты? Тексты Диляра Ты пишет. пишешь? Да, мелодию я пишу, а музыку, все аранжировки. Аранжировки теперь Игорь Волк с нами, конечно, все помогает, подсказывает, как это наш звукорежиссер, мы сам продюсер. Что касается аранжировок в самом начальном этапе, это, конечно, Мураками и вся музыка Мураками. Мы, в принципе, уже готовы отведать то блюдо, которое приготовили. Это шулпане баранга. Правильно? Правильно сказал. А Карина пока будет Заправлять. заправлять салат, а я буду петь песню, которую мы написали маме. Ты загляни ей в глаза и утони в океане с нежностью луны. Мы соберем тебя Из любви оригами мамины мы. Пой вместе с нами, с друзьями и сама собой. Мама, пой вместе с мамой. Знай, сегодня она с тобой. Пой вместе с мамой. Знай, сегодня она с тобой. Вот. Да. Шулпалы беренге. Рецепт. Мясо говядина 700 грамм, масло растительное 50 грамм, лук репчатый 3 штуки, морковь 2 штуки, картофель 1 килограмм, соль и перец. Лук и морковь нарезать кубиками и пассеровать на растительном масле. Говядину нарезать поперек волокон крупными кубиками, добавить к овощам и обжарить. Переложить мясо с овощами в казан, добавить нарезанный картофель, долить воды или бульона.
посолить, поперчить по вкусу и тушить на медленном огне до готовности. Все, не терпится мне уже продегустировать. Девчонок, я имею в виду ту пищу, которую мы приготовили вместе с Диляной и Кариной. Вагаповыми, друзья. Поехали, это шулпалы Бенге. Ура! Друзья, приготовьте, не пожалейте, очень вкусно, не пожалейте времени, сил и своей фантазии. Главное не забывать улыбаться, петь и делать это все с любовью. Ну, это была программа «Секрет татарской кухни». С нами были Диляна и Карина Вагаповы. Пока-пока! Крупные мураками, друзья. Приятного аппетита!